эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о темах. С сегодняшнего дня в Якутии начинается закрытие основных ледовых переправ на реках. Так, проезд по федеральной переправе Якутск-Нижний Бестях закроется к концу дня. Филиал «Центра Воин» в Якутске отметил 2-летие работы. За это время обучение в центре прошли более 4000 курсантов. Арктика покоряется звезде. В СФУ представили новые вездеходы-амфибии. Они прошли испытания полярным кругом. В Якутске начал работу первый центр поддержки маркировки «Честный знак». Он расположился на базе центра «Мой бизнес». В Государственном театре оперы и балета активно готовятся ко Всероссийскому фестивалю «Стерх», который пройдет в Якутске с 17 по 26 апреля. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об утверждении масштабного плана по поддержке семей с детьми и профилактике социального сиротства. Документ будет действовать до 2030 года. План из 63 пунктов подготовили по поручению президента в межведомственной рабочей группе, а подписали его главы 3 министерств – просвещения, труда и здравоохранения России. Теперь этот модельный план направят в регионы для реализации. Его главная цель – помочь сохранить семьи и поддержать родителей. С 15 апреля в Якутии закрыли 12 автозимников в районах. Подходы к ним перекрываются, а вместе с тем проводятся профилактические патрули для выявления нарушителей. Подробнее о том, какие участки будут затронуты, в сюжете далее. Одной из первых закрыли ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях по федеральной автодороге Колыма. Кроме того, по маршруту Хатас-Павловск снижена грузоподъемность до 10 тонн. Планируемая дата закрытия – 17 апреля. Сейчас по ледовой части образования колеи идет, заполняется в дневное время водой. И вот на подходах грунтовой части образования колеи глубиной более 20 сантиметров, что затрудняет движение транспортных средств и не обеспечивается именно безопасность дорожного движения. И на протоках появляется вода поверх льда глубиной более 30 сантиметров. Сегодня также закрыта основная переправа Медина-Алдан-Кестиль через реку Алдан. А на участках через реку Вилюй все еще действует ограничение тоннажа, также до 10 тонн сроком до 17 апреля. Постоянно проходит мониторинг состояния автозимников. С их закрытием сотрудниками ГИМС совместно с правоохранительными органами будут проходить профилактические рейды. В целях безопасности проводим совместное патрулирование, административную и профилактическую работу по недопущению несанкционированных выездов на лед автотранспортных средств. Согласно КАП Республики, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Выезд на закрытые ледовые переправы категорически запрещен и крайне опасен для жизни. Весеннее потепление также потихоньку затрагивает северные и арктические районы республики. Так проходит постепенное снижение допустимой нагрузки, а полное закрытие ожидается с 20 апреля в зависимости от погодных условий. По арктическим районам на сегодняшний день переправы и зимники функционируют, но грузоподъемность снижена до 10 тонн. Есть участки, например, в Вилюйской группе района, в Кобяйском районе, где зимники тоже на сегодняшний день уже закрыты. Закрытием переправ свою работу начнут суда на воздушной подушке. Так, для жителей Якутска они будут работать на станции Намыв, а также на основных маршрутах, как Медина-Алдан-Кестиль, Кангаласы-Соттинце. Тарифы на перевозки начнутся с 2500 рублей с человека. Тимур Колмогоров, Иван Саракумов, Якутск. Якутия продолжает работу по поддержке участников СВО в зоне боевых действий. В республике идет работа по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением бойцов. В преддверии 9 мая отправлено 6000 продуктовых наборов для бойцов-якутян. В настоящее время территориальные опорные пункты отрабатывают поступающие заявки от воинских частей, осуществляют передачу ранее доставленных технических средств и оборудования двойного назначения, необходимого для решения боевых задач, поставленных военным командованием. Также ведется работа по передаче доставленной гуманитарной помощи, адресных посылок и техники бойцам, переданных организациями и предприятиями республики.
На этой неделе в зону специальной военной операции направлены 6 тысяч единиц традиционных продуктовых наборов для бойцов из Якутии к 9 мая. Также отправлены 3 единицы автотехники. Республикой продолжается на постоянной основе сбор и доставка гуманитарной помощи от предприятий, организаций и жителей республики. Ровно 2 года назад в Якутии открыли филиал Центра «Воин». Цифра только поначалу может показаться незначительной. За это время инструкторы и дети рука об руку прошли большой путь. Об успехах Центра расскажем в следующем сюжете. Даже в день рождения якутский филиал Центра «Воин» не сидит без дела, а занимается своей главной миссией – просвещением молодежи. В одном месте любой школьник и студент мог изучить азы военно-спортивной подготовки. Вот стрелял на винтовке, набил рекорд 96 очков. Еще автомат очень хороший, магазин хороший и дрон. Очень сложно, оказывается, я вообще не знал. Тяжело в учении, легко в бою. На своем опыте это знает каждый из почти 500 курсантов, который выпустил Центр «Воин» за 2 года работы. Теперь ребята, владеющие основами военно-прикладного дела, не сомневаются, что в нужный момент они смогут прийти на помощь. Навыки тактической медицины мне, конечно, дают больше уверенности. Например, если я столкнусь с человеком, который лежит, плохо себя чувствует, я не буду переживать и знаю, как действовать в таких ситуациях. Но практические навыки – это только полдела. Куда важнее вырастить сознательных граждан, для которых патриотизм и верность отчизне не просто слова, а жизненный ориентир. Мы уже идем в правильном пути. Дети уже желающих учиться и быть патриотом нашей Родины очень много. Поэтому этот Центр «Воин» должен сильно развиваться. И мы должны конкретно воспитать новое поколение патриотов нашей Родины. Как и цель, стоящая перед центром, план на будущее грандиозный. Сейчас якутский филиал готовится к открытию собственного здания на Табагинском мысе. Там дети смогут круглый год заниматься полезным и для себя, и для страны делом. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. В начале недели федеральные СМИ облетела новость. В Якутии спасли пациента, пережившего клиническую смерть. Мужчина возвращался домой, присел отдохнуть и уснул в 20-градусный мороз. Проходившие мимо мирницы вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала клиническую смерть из-за переохлаждения. Мужчину доставили в центральную больницу, где врачи боролись за жизнь пациента 5,5 часов. Пациента поместили в отделение реанимации, начался процесс активного согревания. Мы понимаем, что сейчас вводить препараты, сейчас наносить электрические разряды до того момента, пока температура внутренняя не станет хотя бы 30 градусов, этого делать нельзя согласно клиническому протоколу. Да? Это основывается на исследованиях. Что дальше? Мы измерили внутреннюю температуру, она была 24 градуса, ну и приняли решение, что надо как-то ее поднимать, да, согревать пациента. Поэтому единственным доступным и эффективным способом на тот момент, а это было ночное время, да, у нас было принято решение о проведении согревания при помощи промывания желудка большими количествами воды. Анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Босиков совместно со своими коллегами на протяжении 3 часов проводил теплое согревание с помощью воды. Как только температура пациента дошла до традиционного значения, бригада приступила к нанесению электрического разряда. Тогда врачам удалось возобновить кровообращение. Суть методики заключается в согревании человека изнутри, а не снаружи. Прогревание желудка и мочевого пузыря с помощью большого количества теплой жидкости – методика не новая. Способ описывали в медицинских учебниках и в ранних изданиях. Именно это проверенная временами практика и помогла спасти жизнь мирнинца. В условиях стационара это вот такой первый случай, потому что я как бывший работник скорой помощи, основная моя трудовая деятельность была на скорой помощи в выездной бригаде реанимации, интенсивной терапии, поэтому мы всегда работали на этапе скорой помощи. Да? То есть это вне стационара, это где-то на улице, в лучшем случае, или это какое-то там ангарное помещение. Вот. В условиях стационара я проводил такую реанимацию впервые.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев посетил Ленский район, чтобы проверить, как идет ремонт региональной дороги Мухтуя. Вместе с ответственными за трассу он провел выездное совещание и оценил ход работ. За 5 лет предстоит отремонтировать 96 километров этой дороги. В прошлом году уже провели серьезный ремонт, а сейчас идет капитальный ремонт отдельных участков. Кроме того, в ближайшие 5 лет в Ленске обновят 29 километров дорожного полотна. На это выделят почти 3 миллиарда рублей. В этом году планируют привести в порядок улицы Центральную и Пионерскую, позже Дзержинского и Якутскую. А один из ключевых проектов – ремонт улицы Ленина. В прошлом году в рамках программы обновили участок улицы Чапаева-Нюйская. Сегодня обсудили планы подготовки к реализации этого проекта. Необходимо, чтобы все работы были выполнены качественно. При проведении ремонтных работ, соответственно, были обустроены соответствующие объезды, было своевременное информирование населения об перекрытиях и проведении ремонтных работ. Ну и, конечно же, мы видим цели, что по итогам реализации нацпроекта не менее 85% улично-дорожной сети города Ленска будет приведено в нормативное состояние. В СВФУ прошла презентация новых вездеходов-амфибий «Звезда». Оснащенные по последнему слову техники, машины вернулись из длительной экспедиции за полярным кругом и зарекомендовали себя как надежные союзники в путешествиях по бездорожью. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Позади свыше 8 тысяч километров, испытания бездорожной Арктикой, десятки населенных пунктов и вот, наконец, вездеходы-амфибии компании «Звезда» в Якутске. Эти машины – последнее слово в мире тяжелой техники. Все комплектующие вездеходов российского производства, а некоторые – якутского. Все резинотехническая продукция, которая стоит вот на этих вездеходах, она наша Северо-Восточного федерального университета. И мы, конечно, очень рады, что и техника, и наши какие-то производные, они успешно прошли испытания. У нас есть договора на уже производство резинотехнических услуг, и мы попытаемся обеспечить полностью их линейку. Но так как, скажем, индустрия, она все равно взаимосвязана, я думаю, что и через них, как точка входа, мы можем выйти на другие компании. Сейчас вездеходы активно принимают участие в различных просветительских и исследовательских экспедициях. Но главная цель завода – обеспечение бесперебойного сообщения между Заполярьем и Большой Землей. Назначение машины – это не двигаться по зимникам, а двигаться в период распутицы, когда зимников нету. Двигаться в летний период, когда огромное количество болот, по таким территориям, где никогда не было дорог. Задача – обеспечение круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. При этом скорость одной такой машины в среднем может достигать 90 км в час. И, как показала минувшая экспедиция, на график прибытия вездеходов не влияет даже пурга и непогода. В каждом регионе были проведены лектории, охват такой, что это более 3000 человек. То есть это достаточно много. Мы считаем, что лекторий удался. И техника свою задачу выполнила. Она нигде не ломалась, она, так скажем, подвозила экспедицию вовремя от одного населенного пункта в другой населенный пункт, без всякого рода задержек, несмотря на то, что и непогода была, и пурги были достаточно серьезные. Сейчас компания работает над дальнейшим расширением линейки вездеходов. Но и то, чего она уже добилась – большой шаг в достижении высокотехнологичности отечественных амфибий. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Получение производственной травмы не повод отказывать себе в вождении. Социальный фонд России поддерживает людей, получивших увечья на работе. Отделение организации предоставляет автомобили, адаптированные специально под получателя. Как получить машину и об особенностях средств смотрите далее. Андрей Савинов получил травму на производстве, из-за которой молодой человек лишился ноги. Но это его не остановило, и он продолжил водить автомашину. После трагедии для передвижения нужен был автомобиль, оборудованный специально под его случай. Якутское отделение Социального фонда России помогло Андрею в получении первой машины. Сегодня молодой человек получает уже второе транспортное средство отечественного производства. Я заказал, документы прошел в этом году, в январе. И заказали тоже в конце января, феврале, в начале.
И вот приехала вот в апреле. Добавили вот оцепление, тормоз и вот газ. Ну, все на ручном управлении. Можно без ноги. Без ноги можно ездить. Получить автомобиль могут люди, пострадавшие на производстве, с травмами опорно-двигательного аппарата, имеющие медицинские показания без абсолютных противопоказаний к вождению. Для выдачи автомашины необходимо получить заключение медико-социальной экспертизы за подписью главного врача своей поликлиники и заполнить заявление в социальном фонде или же на портале госуслуги. Автомобили оборудованы адаптированными органами управления с учетом индивидуальных особенностей. В период эксплуатации автомобиля отделением СФР компенсируется капитальный ремонт транспортного средства в размере до 30% стоимости автомобиля. Частично компенсируются расходы на топливо и техническое обслуживание, а также компенсируется 50% стоимости полиса ОСАГО. В прошлом году отделение Социального фонда России по Якутии вручило 7 специализированных автомобилей с адаптивными органами управления и с учетом индивидуальных особенностей. В 2026 году запланировано вручение ключей от 3 таких транспортных средств. Срок эксплуатации автомобиля составляет 7 лет, а также один раз за весь срок эксплуатации полагается оплата капитального ремонта транспортного средства. Но важно соблюдать условия договора, поставить автомобиль на учет ГИБДД и использовать его без права отчуждения в пользу третьих лиц. Автомобиль становится не просто средством передвижения для пострадавшего. Это шаг к возвращению к уверенности в себе и возможности жить полноценной жизнью и быть мобильным, несмотря на все трудности. Оборудованный по индивидуальным запросам автомобиль можно получить раз в 7 лет. После истечения срока эксплуатации пострадавшие на производстве могут получить новую автомашину. При этом ранее выданная машина остается в собственности владельца. Николай Коровин, Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. В Якутске открылся первый центр поддержки маркировки «Честный знак». Он станет ключевым звеном сопровождения местного бизнеса от регистрации в системе до решения сложных технических вопросов. В центре любой предприниматель сможет получить квалифицированную помощь, разобраться в правилах маркировки и настроить рабочие процессы просто и быстро в режиме одного окна. Он будет действовать на базе учреждения центра «Мой бизнес», куда могут обратиться для консультации как опытные бизнесмены, так и начинающие предприниматели. Он значительно поможет начинающим предпринимателям, тем, кто уже находится в обороте, для того, чтобы решать какие-то оперативные задачи, связанные с проблемами, техническим сопровождением маркировки, ну и внедрением у себя на предприятии, потому что региональное представительство системы «Честный знак», оно не в Якутии находится, да, но в пределах Дальневосточного федерального округа, и поэтому здесь бывают часто сложности с коммуникацией именно с оператором «Честного знака». Несколько сотрудников мы как раз обучили именно вот всей этой работе, они выступают квалифицированными консультантами системы «Честный знак» и могут всем предпринимателям оказывать такие услуги. В Государственном театре оперы и балета активно готовятся к 12-му Всероссийскому фестивалю «Стерх». Фестиваль классического балета пройдет в Якутске с 17 по 26 апреля. В этом году «Белокрылый стерх» посвящен великому хореографу Юрию Григоровичу. О том, как проходят репетиции к масштабному событию, расскажет Диана Антонова. На сцене вновь оживут незаменимые произведения классики в гениальной хореографии Юрия Григоровича: «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Спартак». Выступать будет вся балетная группа театра. Оркестр готовится, артисты балета, вот видим сейчас, в данный момент репетируем мы балет «Спартак». Очень будет насыщенно. Также мы с нетерпением и с большой радостью ждем гостей с разных театров, ведущих театров России к нам приедут. Ведется большая музыкальная, балетная, организационная подготовка. Программу фестиваля в этом году откроет этнобалет «Сияющий камень», поставленный заслуженной артисткой России и Республики Екатериной Тащиной. Балет взял сразу 3 маски на Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в мае 2025 года. Мы открываем наш фестиваль нашим «Сияющим камнем». Ждем наших гостей. Их у нас будет очень много. И надеемся, что зрители получат огромное удовольствие от нашего фестиваля. Мы всегда сами с большим трепетом относимся к нему и усиленно, усердно готовимся. Кроме того, на открытии пройдет презентация уникального документального фильма режиссера Милы Кудряшовой «Театр Ботура». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. У нас, соответственно, определенный творческий ход показывать фильм в театре. Для Якутска это впервые. Это огромный проект, первый в истории
Якутского театра балета, когда мы снимаем большой полнометражный документальный фильм о существовании театра. Театр у нас представлен как живой организм. Мы побывали во всех цехах, начиная от уборщиц, заканчивая примами. Действительно, театр – это не только артисты на сцене. К такому масштабному фестивалю готовится не одна балетная труппа, но и весь творческий коллектив и сотрудники. В производственном цехе идет интенсивная работа в сценографии. Готовим и костюмы, некоторые обновились у нас, костюмы для некоторых солистов. Чуть-чуть чистим, готовим декорации. И, конечно, к большому гала-концерту. Вот у нас там лежат декорации, они могут быть, будут использованы на большом концерте. Вместе с этим театр оперы и балета ведет подготовку к проведению капитального ремонта. В рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, театр получит средства на оснащение и ремонт, который пройдет в течение этого и следующего года. В этом году мы хотим сделать качественный ремонт именно в зрительской зоне. Это ремонт касаемо нашего гардероба, туалета женского, который требует увеличения буфета, камерного зала и фойе второго этажа. Помимо этого мы хотим перенести кассу поближе к зрителям, к нашему главному входу. Ну и есть некоторые тоже такие моменты, которые мы планируем сделать уже в этом году. Фестиваль «Стер» завершится большим гала-концертом с участием гостей из других городов страны. Это солисты балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Владивостока, Краснодара и Республики Бурятия. Диана Антонова, Артумен Наговицын, Якутск. Якутская сага в современном формате. Театр эстрады продолжает показы полюбившегося зрителям спектакля «Багровое солнце». Постановка идет вот уже несколько лет и успела приглянуться не только зрителям, но и критикам. Причем и на российской арене. В ноябре прошлого года постановка стала номинантом престижной национальной театральной премии «Золотая маска». Подробности знает мой коллега Петр Васильев. В центре сюжета юная героиня Тулук, которая, убегая от враждебного воина Тас-Тумус племени Киргил, встречает духов огня, воды, ветра и дерева. Следует традициям своего народа, Тулук спасает родителей, обретает верного друга и находит свою любовь. Особое место в спектакле занимает музыкальное сопровождение. Постановка соединяет в себе рок, фолк и другие музыкальные элементы. Начало основы этой песни Вари Максимы, потом на эту основу наложилась аранжировка в стиле рок. Ну, естественно, этника – это обязательно, потому что у нас спектакль основан на этнических мотивах, да, получается так. Так как спектакль у нас этнический, сам по себе народ у нас очень в этом плане талантливый. То есть народ у нас издревле и поет, и танцует, соответственно, спектакли без этого никак. Вот. Песни у нас сами слышали, наверное, достаточно активные. Вот. Тем более присутствует вот это роковое начало. И, соответственно, без танцев опять-таки никак. Вот. Каждый танец – это характеристика героя. И каждая песня, да, и, соответственно, каждая песня, да, это характеристика. В ноябре 25 года история, основанная на древних якутских легендах и сказках, передаваемых из поколения в поколение, получила высокое признание и у театральных критиков. Спектакль номинировали на «Золотую маску». Всего в этой категории зарегистрировано 200 заявок от театров со всей страны. В шорт-лист вошли только 33 постановки, включая и якутский спектакль. Мы соревнуемся с такими великими тоже постановками, как Александр Невский, Анна Каренина, да, вообще. Да, и среди них мы как бы единственный, значит, этно-рок-мюзикл, да, «Багровое солнце». Но мы, конечно, очень волнуемся и очень надеемся, что на нас обратят внимание, потому что мы будем ни на кого не похожими. Это вот, ну, как бы 100%, что таких постановок не будет. В год культуры, объявленный главой республики Айсеном Николаевым, театр планирует и дальше радовать зрителя уникальными постановками. Одна из таких – спектакль «Любовь и голуби», совсем недавно поставленный труппой по знаменитому сценарию Владимира Гуркина, но с якутским колоритом. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.